Дорогие братья и сестры, я сам из татарской семьи, и отец мой фронтовик, он до войны еще был в армии, потом война началась, и он до армии жил в Самарской губернии, в селе, учился мусульманской, ходил в мечеть, и знал арабский язык. И потом, когда я в 30 лет крестился, где-то уже за 20 лет уже мне было, отцу было больше 60, и братья жили в других городах, он с ними переписывался на арабском языке. Действительно, здесь такой момент, что эта тюркская группа, она действительно, язык пыталась свой сохранить. И, в то время было, время безбожно, и мои родители искали, может, лучшей доли. И они переехали в то место, где были русские. Жили в том фронтовики, даже много фронтовиков. И как там был разговор с отцом моим, хотя он учился в этой школе, в мечети. И как-то раз состоялся разговор, что если Бог, он говорит, Бог есть или нет, но видел ли его кто-либо? И затем было так, что и я сам, закончил вуз, работал на такой ответственной работе. И когда совершилось крушение СССР, я стал искать такие моменты, и обращаться к своим корням, что я все-таки мусульманин, по традиции. Прочитал Коран, Бхагавад Гиту, но мне так ничего не дало, не оживило меня. Но когда мне попался Новый Завет, я сразу, не понял, что Христос истинный Бог, я уверовал сразу. И потом, когда начался диалог, думал, я должен сказать, что своим родственникам об этом, о своем выборе. И когда я стал говорить о Боге, они как-то с уважением стали относиться ко мне, что я как-то обратился к Богу. А потом, когда узнали, что я действительно в православие обратился, они поняли, что они удивились, говорят, как ты мог так вообще поступить, это же вера отцов. И у меня жена украинка, и отец говорит, надо было жену, слышал разговор с матерью, надо было жену ему найти татарку, действительно. Что ж мы так упустили. И дело уже пошло, и я уже уверовал, действительно. Я почувствовал этот, крах, это был империя такой большой. Это какое-то внутреннее, может быть, чувство опустошенности было. И я действительно уверовал во Христа, действительно Господь призвал меня. Я ощутил его, он открылся мне. Как другому человеку, который ищет, действительно, волей-неволей. И и потом действительно получилось так, что моя семья, она, и мне сестра старшая авторитет, она педагог, опытный. Говорит, как ты мог? Тебя в море сначала потянуло, потом в одну стихию, потом ты совершенно другую подался в религию, и ты пошел в христианство. И действительно, и сейчас потом после, там случилось так, что дети заболели, моя сестра говорит, что хочешь, что я делаю, я покрестил их, может быть, такого движения нет, и даже некоторые говорят мне, я говорю, давайте я вас покрещу. Одна мне родственница говорит, вы знаете, там в Евангелии, в Священном Писании написано, что так надо жить, а я не готов, не хочу так жить, хочу жить, как я живу. Я тебе благодарю за искренность, я первый раз слышу ответ, обычно говорят, потом, попозже, не готов, что-то, пихали. И тут действительно мне, я жил среди русских, хотя мы разговаривали на татарском языке дома. И в 17 лет я уехал из дома, и потом я разговаривал так, придалось много работ за границей в СССР, потом я был у татар в Самарской губернии, мне было тяжело говорить, хотя я татарин вроде бы понимал что-то, мне тяжело было воспринимать, потому что действительно я жил не среди татар, а среди русских. И я жил в России, даже больше по-русски знаю язык, чем татарский. И сейчас, когда я пришел к вере, мне все равно как-то снять мысль, что я же все-таки татарин, и Господь пришел, свет как языков, и сам людей в Израиле к языкам пришел, он ко всем язычникам, к народам. Действительно, татарский народ, он тоже, у него язык есть, да. И действительно мне, здесь говорилось уже, что была бы, литургия на татарском языке, но, к сожалению, я даже среди татар встречаю, что языка, не знают языка. И я живу в Александрове, под Москвой, там есть одна татарка, она даже
несколько татаров, если знакомы, но языка не знают, и, конечно, вот, читать молитву, да, и какие, смотрите, инжил, это, конечно, сложно даже воспринимать его, вот это вот. То есть это нужна какая-то специальная подготовка. Вот, но дело как бы, может быть, действительно желание, это, оно, если есть благословение, да, оно, конечно, есть Божье благословение, что Господь во всех языках, вот, и каждый народ на своем языке говорит, это, конечно, было бы утешительно и отрадно, вот. И как-то нужно действительно поставить вопрос, а что мы, действительно, образование языка, образование, вот, знание языка, вот. Вот. Ну, конечно, язык и язык, но, конечно, нужно вот, нам молиться Богу, чтобы Господь просвещил нам, дал и дал вот, сказать, разумение этого языка, чтобы действительно мы были, так сказать, носители вот этой культуры, да, языка, знали язык свой, и на этом языке, так сказать, мы могли говорить с людьми. Вот. И поэтому, вот я бывает, что родственников бывает, мне там называют, а это неверный приехал, вот, ну, один мне брат там называет определенный. Но я думаю, что кто-то готовится, вот, действительно, бывает здесь, вот, да, как-то опыт, вот, исторический вот материал, да, что его применить, чтобы действительно как вот реализовать его как бы на месте. Потому что татар много, сильно в Волжске, в Самаре живет где-то 40% татар почти там. Но вообще в области много. Они знают язык, вот, и, конечно, когда прийти с знанием языка, вот я, честно говоря, тоже вот, пытаюсь, намереваюсь как тоже поехать как-то, да, поговорить с своими братьями и многочисленными родственниками, татарами, которые знают язык, вот, и поговорить, вот, исходя, конечно, благодарен тем, кто вот, организовывает эти встречи, вот, и докладом, вот, кто трудится, вот, доклады, интересно, что действительно татары это не белые вороны, которые вот, действительно традиционно в исламе существуют, они, вот. И интересные научные доклады, вот, ну, отец, батюшка, в прошлый раз говорил, что о языке, что о древности этого языка, что он библейский язык. Вот. И, конечно, всем хотелось бы пожелать, да, что помощи Божьей, благодати, вот, которая действительно вот, в борьбе со страстями, чем больше будет эта борьба с страстями у нас, да, вот, тем действительно больше будет благодати у нас. Вот. И как Тартулян сказал, что каждая душа христианка, вот, и она действительно способна воспринимать Христа, она действительно, потому что Христос истинный Бог, Он истина, вот, и душа способна понять эту истину, вот, отозваться на истину, идти за истиной, вот, и чтобы она через нас как бы переливалась туда. Вот. И, конечно, это дело, кажется, непростое, это будет к святости, вот, но у нас есть покровители, такие великие примеры, как Авраам Голодовский и другие святые, конечно, представители, которые болели за Россию, это святые московские, вот, поэтому мы как бы не одни, и небо как бы нам помогает, оно поможет нам, вот, и помоги Господи, вот раз я был видеть, вот, и когда мы где-то давно встретились вот с татарами, ощутили чувство, есть родства такого, вот, но, конечно, это требует, конечно, христианской жизни, это требует самоотвержения, вот, и свои, вот, и помоги Господи всем нам. Спасибо.